Привет, меня зовут Александр, компания «Центр домостроения». Мы находимся сейчас на Эжинских дачах. Здесь мы продолжаем строительство вот такого интересного, шикарного дома. Посмотрите, насколько он красив. Одноэтажный красивый дом. Как вам? Шикарно. Он эстетически даже как-то красив, приятен. Дом мы этот строгаем с двух сторон. С внутренней и с внешней. Очень красив. Нашим заказчикам в ближайшее время не придется тратиться на внутреннюю отделку и внешнюю. Можно уже эксплуатировать так красивые стены. И фронтон, посмотрите, мы тоже брали обычную доску, строгали ее и превратили также в эту красоту, в строганную красивую доску. Класс, класс. Посмотрите, какая просторная терраса. Я так же, как и вы, любуюсь. Идет процесс работы. Мы туда еще сейчас сходим. Я вам все покажу. Сейчас я зайду на первый этаж, покажу ту красоту в готовом виде. Я вам, по-моему, еще не показывал. А потом поднимемся на кровлю и покажу, как мы ее делаем. Как идет процесс строительства. Вот мы попали сейчас в спальню, одна из спален. Посмотрите, какая красивая, уютная спальня с просторным окном, с панорамным окном. Как выглядят стены, шикарно, красиво, красиво, шикарно. Идем дальше. Здесь у нас будет котельное помещение каркасного типа, тамбур вот здесь и холл. В этой части санузел. А это вход в кухню-гостиную. Вот такой большой вход. Пойдемте в гостиную. Вот мы попали в гостиную. Тоже окна, везде окна. Вторая такая же уютная спальня. И с гостиной, представляете, да? Тут условно кухня. Мы смотрим, готовим и любуемся садом. Далее сделали чашечку кофе и выходим кайфовать на террасу. Блин, какая просторная терраса, посмотрите. Большая. Ну и любуемся красотами своего сада. Шикарно, шикарно. Кайфуем на солнышке. Шикарно, согласитесь. Все, красоту эстетическую вам показал. Теперь давайте покажу красоту строительную. Видите, сколько крепежных элементов возле каждой стойки, как выполнены запилы, нет рваных узловых элементов, красота. И так везде. Под карандашик, видите, как все четко, каждая лага как запилена профессионально. Круто, круто. Здесь тоже все шикарно. Лаги у нас идут, смотрите, 100 на 200 мощные. Ну и кровля. Эти шпильки, как это показать? Уже отсюда вижу. Шпильки вот там. Скрепления какие, помимо гвоздей. Вот стропильные ноги держатся на усиленные уголки. Пластины тоже уже отсюда вижу. Вот, видите, да? Там креплений, мама, не горюй. Вон каждая стропильная нога жестко скреплена. Клево, клево. Тут все прекрасно. Я не могу сейчас залезть по крыше, да, и показать, но поверьте, там все хорошо. Там очень много крепежных элементов. Классика нашей работы. Каждая стропильная нога закреплена по низу вот такими вот креплениями. Вот так вот. Каждая стропильная нога, каждая стойка. Сверху потолочные ригеля на гвоздях и шпильках тоже вот такого диаметра. По коньку жесткие крепления. Везде все гуд. Вот везде все замечательно. И сейчас красоту устройства кровли с внешней стороны
Это я сейчас внутрянку вам показал. Покажу. Пойдемте со мной. Вы не увидите у нас другой работы. Все будет вот так, как здесь, и как и на других объектах. Все абсолютно одинаково. Все отточено уже. Посмотрите, как натянута пароизоляционная пленка. Ну шикарно же. В струну. Все прекрасно натянуто. Нужной стороной. Влага будет выходить с внутренней стороны. Вот сюда наружу и продуваться. Вот здесь, между брусками. Вот здесь у меня будут софиты. Вот здесь воздух идет и вот сюда под пленку уходит. Вот под эту пленку воздух заходит и там продувается. И весь конденсат, который сюда на пленку падает, он выдувается. Понимаете, все замечательно. То есть вот эта кровля делается под утепление. Можно делать холодную кровлю без этих брусков. Но тогда подкровельное пространство не должно эксплуатироваться. По сути, в нашем случае это так. У нас одноэтажный дом. И вот это помещение, которое там будет, оно не будет эксплуатироваться. По сути, можно было вот эти бруски не делать. И пленку можно было не делать. Но знаете, сегодня не используется, а завтра будет. А это не столь высокие затраты, чтобы этого не делать. Кроме того, пленка будет дополнительно защищать помещение от проникновения влаги. Заметьте, да? Дополнительно. А контрабрешетка будет дополнительно просушивать от конденсата подкровельное пространство. То есть в этом есть смысл. В этом есть смысл. Дом-то строится, ну, явно не на год и не на два, на десятки лет. В этом есть смысл. У нас помимо кровельного покрытия, здесь будет металлочерепица, мы еще сделаем снегозадержатели, водосточку, ну и добьем крыльцо. У нас еще крылечко. Дорогие друзья, если вам необходимо построить дом, баню, сделать внутреннюю черновую отделку, фанеру, утепление, звоните. Центр домостроения. Наш адрес: город Сыктывкар, улица Советская, дом 8, офис 203. Телефон 48 47 48. Простой. Приходите, проконсультируем, все посчитаем, все расскажем, ну а вы принимайте решение. Будем рады выполнить для вас все строительные работы. Все, до встречи. До встречи.